Чуть-чуть осталось, там у меня развилка. Уже я поворачиваю в сторону избы. И сейчас начнется экшен, не знаю. Снега очень много уже, но вряд ли, конечно, у меня на мотособаке получится заехать. Но будем пробовать. Если что, на лыжах пойдем. Сейчас поверну и уже буду по целине ползти. Ой, вряд ли, наверное, уже поедет. Сил, наверное, не хватит у собак. Уже не можно. Я и говорю, уже все. Уже он беспомощный. Ребят, мучать не стану, все. Ему хана. Ему хана. Не может. Не тащит меня. До хрена еще. Не получается. Если разок поехать уже по своей тропинке-то выйдет. Или так, если заехать. Сяду и не едет. Все. Не, бесполезно мучать. Это уже насилие. Давай так попробуем. Потом пишут, что отдышка, там еще тяжело дышу. Ну, когда вот так по снегу буксуешь, не только отдышка. Сердце, думаешь, выскочит. Фух, когда одет ты еще. Ух. Новая куртка сегодня, вон. Чуть позже покажу. Это от подписчика, моих верных зрителей. Вот это все подарок. Не, наверное, пешком так пройду. Пешком. Все равно раз половину уже заехал. Заедем. А потом уже по своей тропинке. Другого варианта нету. Эта техника только ездить по хорошей дороге, по неглубокому снегу, до 15 сантиметров. Выше уже все. Здесь уже много снега. Просто вот буксует. Зацепления нету и буксует. Доползли. Чё, зракарка? Вот так. Такая борозда, колея. Все. Самое главное, мы у избы сейчас находимся. К сожалению, мотособака не справилась. Все под снегом, смотрите. Дрова наши. Ну так, на крыше сантиметров 20. От силы 30 сантиметров пока снега у нас. Но это уже для мотособаки много.
Смотрим речку. Наледи сколько. Река черная. Лед. Вон, смотрите. Темный лед. Наледи, море. Вот это да. На улице не холодно. Чехол даже я сегодня открыл для езды, чтобы мотор. Ух ты, горячо надо тендом сейчас закрыть. Ладно, давайте в избу зайдем. Только рюкзак у меня. Чолом заракарка. Снова мы здесь. Долгожданный поход. Чолом здорово. Сегодня ночевать не станем. Но смотрим. Целый день у нас впереди. Поход. Сейчас ником метлой еще. Надо вытряхнуть. Чолом здорово. Мышины помет возле на печи и везде. Хотя на столе все чисто. Вот так вот. Все. Сейчас затопим печку, дрова есть. Приготовим завтрак. И в первую очередь сходим, проверим капканы. Переоденемся. Это все теплое. Надо переодеть. Вот так походы начинаются. Затопишь печку, сваришь там что-нибудь покушать, чайник поставишь на плиту, печку. От елки. Елка хорошая дрова. Треск от них, конечно, очень прям настоящие. Сейчас тягу поставим. Быстро все нагреется. Вот так все. Здесь очень много помета тоже вижу. Ну вот. За водой идти сегодня не стану. Я воды взял с собой. Смотрите, какая погода. Вот это да. Снегопад такой начался. Колея. Так, ну что, давайте я вам покажу. Первым делом всем привет большой. Такой поход сегодня у нас будет. Поход. Я приехал без собаки. Собаки сани, чтобы пустые были. И я сегодня выберу елку и увезу елку. Потому что если я собаку возьму, елку некуда ставить. Да, и снег глубокий, он вообще уже беспомощный, не может ходить. Прошлый поход уже тяжело ему было ходить. Вот. Сегодня в новом костюме, еще раз показываю. Вообще наколенники теплые тут. Вообще здорово. Во-первых, наколенники теплые. Сам костюм тоже хороший. И размер. В общем, спасибо подписчику. Владимир Николаевич, наверное, если не ошибаюсь, или Николай Владимирович. Наверное, Владимир Николаевич отправлял этот костюм. Что я могу сказать по мотособаке? Ну, в первую очередь еще сходим, капканы проверим. Сегодня 2 таких задания это надо сделать. Капканы проверить и елку выбрать. Если будет еще останется время, может где-нибудь схожу, еще чагу посмотрю. Смотрите, как все это выглядит. Настоящий север. Где-то буран едет. И на днях тут следы, и видно, что вездеход еще проехал. Именно настоящий вездеход. Вот. По мотособаке поставил такое лобовое стекло. Вообще кайфую сейчас, ребят. Вообще кайфую. Класс. Вообще не продувает. Вот, все защищает. Грудной отдел. Ну, это часть, грудной части.
Вот. Немножко, 2 раза, наверное, самостоятельно глох. Ну, когда на холостых работает, останавливаешься, и он глох. Я не знаю, что, может, в карбюратор что-то попало, возможно. По такому снегу он не едет, к сожалению. Он не едет. Насчет фары. Вот она, стекло, которое я поменял. Я родное стекло потерял и поставил новое оргстекло. Вроде светит и светит. Я немножко вам поснимал там, как я ехал в ночи. Темно еще было. И вот там все вы прекрасно видели. Или видите. Вот. Как он светит в ночи. Здесь ручка вообще уже ранее в походах видели, что стало намного легче передвигать. Линолеум мне написали не эстетично или что. Ну, смотрится. Ну, понятное дело, не так красиво. Ну, для походов что тут? Самое главное, комфортно, тепло, дым с трубы валит. Вот. Здесь такую изоленту приклеил, чтобы видеть края. Не мешает стекло. Я думал, смотрите, что творит, а. Я думал, вообще будет мешать, когда будет там будешь ехать, наклоняется там этот мотособака. Да нет, нормально все. Все нормально. Вот, вроде все рассказал, показал. Вот такое начало сегодняшнего похода. Погода шикарная. Настроение пока тоже нормально. Самое главное, сейчас попьем чай. Я взял воды 5 литров. Не буду уже ходить туда. Поставим чайник. Приготовим завтрак. И на лыжах уже пойдем проверить капканы. И ружье не взял. Без ружья. Спрашивали, когда будет охота. Не на кого охотиться. Будет птица, будет охота. Сейчас пока, к сожалению, у нас не на кого охотиться. Может, на всю тайгу одна куропатка, ну, видел следы. И еще одна лиса ходит. Все, больше ничего нету. Так что пока из магазина мы берем продукты мясное. Ладно, будем завтракать. Я записал трек. Расстояние до первой избы. Вот сейчас я здесь нахожусь, где вот красная штучка. И вот тут показывает, где я останавливаюсь. Это синее. По совету подписчиков я это скачал. Как он называется? В общем, геотрекер скачал. Геотрекер. И записывает. Вот час 20 прошло времени, как я выехал. 12880. 12 километров. 13700 показывал у меня восход. Мотоцикл, спидометры. 13700. А здесь показывает 12880. Ну и все записывает. Все отлично. Сейчас дальше буду ходить, бродить. В принципе. Испытываю вот этот геотрекер. Болота, все здесь прекрасно видно. Дорога, река. Спутниковая карта. Село наше где? Где-то он там. Не знаю. Далеко уже ушел. Быстрый завтрак. Световой день очень-очень короткий. Надо все быстро успеть. Это готовить самое то. Ну, полуфабрикаты, которые вот я показывал, вот эти каша, супы, в принципе, тоже можно. Но сегодня так решил я. Яичницу с хлебом покушаем. Все. Хлеб взял. Заварку взял. Надо было уже давно. Что-то сейчас забываю. Так, ну, поставим на печку и будем готовить завтрак. Ну и чайник тоже. Я бы половину посуду помыть там.
погода совсем с ума сошла, блин. Метет, пурга. Удобно, когда на технике можно там все с собой возить. Пешком самый легкий вариант ищешь. Меньше груза с собой берешь. А на машине, на буране, на собаке все можно даже в воду с собой брать. Еще, ребят, смотрите, костюм показал, куртку, а вот штанишки какие, утепленные, комбинезон. Вся спина у меня и грудь, двойная защита. Вот это от комбинезона, такая прослойка, и еще куртка. Очень здорово. Кармашки такие интересные. Класс. Это не реклама, не подумайте, это не реклама, это просто мой подписчик от чистого сердца подарил такой костюм. Вот я начал ходить, пришло время, пришли морозы, пришли холода, и уже в таких костюмах будем ходить. Кармашки, да, здесь, там, везде кармашки. Потеряешься в этих кармашках. Вот такие дела, ребят. Сейчас я буду переодеваться, пока завтрак готовится. Я переодеваюсь. Тут темно, как всегда у Олега, но привыкайте. Привыкайте. Такс. Аккумулятора у меня с собой нету. Только фонарик. О, ребят, смотрите. Долго ли умеючи? Все готово, завтрак готов. Яичница на завтрак. Привез вот такой чай, заварку. Еще взял тушенку. Это белорусская тушенка. С Минска. Подписчик тоже отправил. Такая крышка. Не знаю, может сегодня буду есть его. Ну, на всякий случай взял. Конечно, надо было взять еще бич-пакет. И с бич-пакетом разбавить, такой суп сделать. Вкусный, быстрый. И не надо заморачиваться там готовкой. Ну, на улице уже более-менее светло сейчас. Быстро-быстро позавтракаем и уже на лыжах сходим. Если будет какой-то улов, конечно же, включусь, поснимаю. Ну и весь процесс ходьбы, там, наверное, думаю, не стоит ничего снимать. Ну, посмотрим. Все равно посмотрим, какая там, сколько снега, как держит снег на лыжах. Лыжи у меня самодельные, короткие. На широких лыжах сейчас поход был с Туланом, мы ходили. По следам лосей ходили, бродили. Там нормально, достаточно я прошел на лыжах. И, как сказать, снег держал. Столько бы я, если снег не держал, я бы столько не прошел. Вот. Еще подкину дрова. Ну, где-то здесь у меня капканы штук 15, не больше. Час-полтора, наверное, я буду ходить. До 2, ну, максимум 2 часа пройду, за 2 часа. По пути буду смотреть елки, как я обратно буду по дороге идти. Если понравится елка возле дороги, я уже на мотособаке съезжу за елкой. Или же здесь где-нибудь выберем. Угу. Да, как обычно. Яичница. Ничего такого нету. У меня тут кофе с молоком. Ну и на плите еще чайник. Пока побродим, там нагреется вода, придем, уже нормально сварим кипяток и запас воды чтобы было. Ну вот такая картина на улице. Порывистый ветер.
И прям очень обильный снегопад. Это погода для подхода к добыче самое то. В любом виде охоты. Хоть и к косачам подходить, хоть и еще какому-то зверю. Самое то. Ну, вот так я уже на лыжах и хожу. Топчу так пошире, чтобы колея была. Но сейчас-то по своей колее он проедет без проблем. Если надумаю чагу собрать, я еще съезжу в одно место. Так, пока к дороге иду. Иду по Старице. По Старице, между прочим, легче идти. Здесь, ну, не так много снега, как ни странно. Там возле избы, возле поля, там глубоко из него. А здесь, ну, я тяжести не чувствую. Когда настораживал капкан, я там проходил. Потом эту Старицу переходил. Это я вам фильмы поснимал. Там один капкан уже проверил. Пусто. Да, она везде сегодня так пусто будет. Сегодня проверю. Вот зайчишка, один след. Старый след есть. Вот. Сегодня вот это проверю. И следующая проверка будет через месяц. Приедем именно проверять капканы в феврале. И в феврале я уже, хоть в начале, хоть 1 февраля, еще охота будет открыта до конца февраля, но я капканы закрываю. Все. Вот тут затесы мои. Вон. Здесь надо подниматься. Ну, в ельнике тоже, в принципе, сейчас вот покажу вам. Смотрите, вот иду в ельник. И там еще кусты брусники все еще видны. Это говорит о том, что под елками не так много снега. В принципе. Вот. Тут у меня второй капкан где-то должен быть. Тоже пустой. Здесь обычно постоянно кого-то я ловил, попадали. Здесь такое вот место. Куница переходит, живет, может. Что-то ему нравится в этих местах. И уже на этот капкан ни одну куницу я ловил. Ну, идем дальше. Здесь смотреть чагу тоже бесполезно. Я уже тут много раз прошел, ходил, смотрел, что было уже. Все собрал. Но топор я взял с собой. Как бы на всякий пожарный. Если вдруг увижу чагу, я обязательно возьму. И включусь, вам поснимаю. Вообще. Оделся тоже. Вот. Не скажу, что слишком много, но надо еще легче одеваться. На ходовой охоте, бля, очень потеешь. Сильно. Ну, этот не такой толстый бушлатик. И пиджак еще одел, так как там много карманов и вот эти гаджеты, бля, очень напрягает. Эта съемка, конечно, на охоте очень. Все мешает, честно, все мешает. Эти аккумуляторы, этот видеокамера, там, смартфон, все это очень не очень приятно. Очень не очень приятно. Буду идти тихо, медленно, не спеша, потому что жарко на улице. Но приятно. Воздух хороший, свежий, морозный такой. И свежий вот этот снег выпадает. Ну вот такая свежесть есть в тайге. Свежий след лисы, ребят. Не увидел, не мелькнул. Прям вон там капкан у меня. Вот. А здесь возле привада он уже ходит. Видите? Не знаю где он. Тут ходил. Кружится возле привада, ребят. Сперва он так приходила, потом ушла. Круг сделала, потом оттуда еще подходила. И вон туда куда-то убежала. Висит сам.
Где-то вот прям недалеко здесь. Свежие следы. Вот снег идет, и еще снегом не припорошило ничего. Прям здесь где-то он. Вот свежий. Совсем свежий. Чуть-чуть вот я его не увидел. Но он, наверное, меня услышал, конечно. Мою болтовню. Ни разу еще не добывал я его. Я имею в виду лесу. Но еще тот, как сказать, вредитель у охотников, это, конечно, большой вред охотникам несет. Да и природе. Все гнезда дербанит весной. Все выводки, что попадает, все, короче, оно уничтожает. А зимой просто вот может, да и осенью, может там встать на тропинку вашу охотничью. И все привады, просто все привады он так будет дергать, как в прошлом году. Буквально все. Ну и что, десяток капканов так пройдет, приваду съест, и на сутки, несколько суток он сытый будет. Много ли ему надо? Вот, пожалуйста. Вот он. Ладно, еще, может, встретимся с этими следами. Он куда-то вон туда убежал. Два слова про лесу, охоту. Охота на лесу очень, как сказать, лиса сам по себе очень хитрый зверек. И капканом без опыта просто невозможно ее поймать. Очень осторожная. Раньше я капканами тоже охотился. Зайцев ловил. Ставил на тропы. Очень много троп было. Хорошие тропы. Просто по одной тропе там десяток заяц может там ходить. Много зайцев было. И вот ставил на тропы. Зайцев ловил. И по этим тропам очень любит ходить лиса. Просто ходит. Натыкается. У них сутки длинные. Рано или поздно все равно этого зайца задавит. И вот капкан стоит. Обычно я ставил на развилке. Вот тропа идет, прямая тропа. И потом одна тропа вправо уходит, и вторая влево. Ну, как бы типа рогатина, вот такая тропинка. Развилки такие у зайцев. И вот стараешься ставить, где вот с двух сторон идет, и на основную тропу капкан ставишь. Ну, заяц, он очень мерзнет, холода боится, и он постоянно бегает. И осторожность более теряет. А лиса уже, он идет и все время нюхтит. У него чуйка хорошая. Нюхтит, бежит, скажем, по тропинке. И все равно умудряется учуять запах капкана. Видать, он чувствует, лиса чувствует. И буквально там, полметра не доходит до капкана. И разворачивается. Таких моментов очень много у меня было. Ни разу не попадал. Я имею в виду в капкан. А зайцы ловил. Интересно. Очень интересная охота. С капканом тоже. Сейчас-то все запрещено. Сейчас куда не возьмись. Все нельзя. Все под запретом. И так нельзя. Так нельзя. Раньше до перестройки все было можно там. Промысловики так капканами ловили. Настоящие промысловики, я имею в виду штатные охотники, которые охотятся просто весь год. Вот. И ловили там куницы капканами и
лис и зайцы, все. Потом они Госпромхоз это дичь сдавали, все добычу. И можно было покупать. Об этом я тоже уже рассказывал, но для новых подписчиков, думаю, будет полезно это услышать. Вопросы идут насчет волков. Нету волков у нас. Боятся волки к нам приходить. Лютые у нас охотники. Дома не сидят. Придет волк, сразу его подстрелят на 100%. Я и ни разу еще не видел, как он выглядит, этот живой волк. Вот тут сырое место. Сейчас хорошо на лыжах проскочить там. Пока снега не было, здесь кругом лужи, проваливаешься. Неприятное место, конечно. Вот там уже очередной капкан у меня уйдет. Здесь тоже несколько куниц ловил. Все, этот участок я оставляю. Сейчас вот пройду. И в следующий раз, когда буду закрывать капканы, вот начало начало с этого места я эту тропинку оставляю. Все. Перехожу на другие места. Здесь просто ходить тяжело. Очень много валежников там. И не такое добычливое место. Этот капкан еще давал мне куницу. А там дальше без лыжи очень тяжело ходить. И отсюда я капканы буду забирать уже в феврале. Все. В будущем году уже куда-нибудь другое место ставим. Вон там капкан у меня стоит. Под крышей даже. Даже подходить не стану, там снега мало. Следов даже нету ничего. Представляете? Нету следов. Что поделаешь? Сразу пойду вон туда. Там стоит капканчик. Вот тут. Здесь места хорошие. Даже и кормовая база для лосей хорошая. По осени только их можно тут увидеть. Здесь у меня такая встреча была интересная с лосем. У меня собака была, наверное, вроде как Марта кличка. Или еще какая-то, не помню уже. Ну, вообще Марта, наверное, была, помнится. Я, короче, шел там чуть в стороне, там старица. Собака это же шел. Иду, не знаю, грибы собрал или же на охоте был. Нет, не на охоте. И иду, и слышу такой звук. Как будто шагает кто-то по воде. Булс. Думаю, что за фигня, что за звуки такие. Потом я в стороне, чуть-чуть в стороне от старицы. Потом к старице подошел. По самой середине большими рогами лось один. Прям по старице идет там. Прям по воде. Какие звуки. Я и слушаю, кто там ходит. Потом собака прибежала и услышала тоже, как сказать, этого лося. Ну, она Марта была все-таки. И газку за этим лосем. Я так думаю, сейчас меня собака вынесет ляжку там. Но недалеко там ходила, и это не зверовая собака. Тулан у меня за лосями ходит, ну, примерно час. Час времени. Вот лося возьмет, вот лося, и побежит.
За лосем где-то час. После часа он возвращается. Он понимает, что уже, как сказать, Олег не пришел туда. Там делать нечего. И возвращается. Не такая вязкая, вот скажем, чтобы сутки за лосями бегать. Нет. А интерес к зверям есть. Но непростительно то, что он выкинул с медведем. Это я в шоке. А тут что? Какие-то следы. Рябчик. Или белка. А, нет, рябчик все-таки. Вот. Ну, примерно вот такой ельник. А что еще остается? Я вам природу поснимаю. Пока пустые. Пока пустые. Время, конечно, бежит. Вон там высокая чага. Или похожий на чагу, но он даже и не чага. Вот этот участок все заброшу. Перехожу на другое место, ребят. Вот. Это сейчас на лыжах хорошо. Более лучший вариант я уже нашел. Куда я перекину капканы. Здесь делать нечего. Вот тут тоже капкан. Вот старые следы у лисы. И вот свежие. Только вот оттуда, откуда мы шли. Уже здесь он там топтался. И в ближайшее время, я думаю, ну сейчас лыжню сделал, он, конечно, переход отсюда сделает. Еще осторожнее станет. Но уже скоро он рискнет и начнет рвать приваду. Вот. Лучше вот в таких местах поставить еще второй капкан на землю, чтобы когда он доставал, он сам попался. Более крупный капкан. На зайца, который идет. Я не знаю, какой номер это. Может, номер 5 или сколько там. Вот он. И вроде куда-то вон туда он шуровал. Из кольца вышел. Я думал, здесь он останется. Круг такой у меня, потому что получается путь. Потом выйдем на трассу, на дорогу. Вот такие дела. Интересно. Ну, кроме этих следов больше ничего пока не видел. Ничего нету. Ну вот, небольшой перекур. Основное прошел, блядь, там. Где вот участок буду оставлять. Здесь уже хорошее место. Здесь такой бугорок и сухое место. Здесь у меня жить тоже стоит. Тут капкан стоял. Вот. Убрал отсюда. Ловится. Так, знаете, что я включился? Прислониться к дереву. А включился я, ребят. Сейчас вот иду и думаю, почему у меня вот этот геотрекер, или как называется, трек показал от дома до избушки 12880. На это у меня есть ответ. Я говорил, что 13700 должно быть. На мотоцикл Восход я мерял, и 13700 было. Но сегодня расстояние меньше, так как я ехал по зимнику. Зимник, он немножко прямее идет. А летняя дорога вдоль реки, так, зигзагами. Такой круг еще получается где-то вот, ну, лишний километр. И я так прикинул, не так много. Километр 100 от Чили. Километр 200. Меньше 1,5 километра. Вот поэтому и сегодня у меня удивительно, но короче стал путь. Так что, если по летнюю поеду, то то же самое.
То же самое 13700, не меньше. Ну, дальше, пока идем, еще следов даже нету никаких, ни лунок, ни следов. В общем, за месяц тут ничего не изменилось. И вот месяц уже как капкан у меня здесь. Вот там очередной капкан и пустой. Я уже не рассчитываю ни на что. Я когда настораживал капканы, уже в то время не рассчитывал. Потому что когда ставишь капканы, по первому снегу всегда есть следы. А если есть следы, эта куница там кружит и все равно попадет. Пока ничего нет. Идем дальше. Все отлично. Это последний капкан у меня за кадром. Все капканы проверил. Ни одного подхода. Ни одной сработки. Одна сработка только чисто. Снег она упал на капкан и так сработало. Все, больше ничего. Ни следов никаких. Самое главное, я хотел еще добавочно добавить приваду, яйцо, как сказать, у меня дома на холодильнике в тепле лежало, чтобы он завонял. Где-то больше месяца, наверное. Представляете, вот сейчас я разбил это яйцо, и яйцо как свежее. Вообще без запаха, без ничего. Яйцо не гниет. Больше месяца уже. Почему так? Обычно, знаете, вот раньше тоже на приваду я брал вот это яйцо. Он до такой степени вонючий становится. А сейчас больше месяца в доме, в тепле. И ничего с ним не случилось. Вот так начнешь болтать, и как будто вот там какой-то шарик болтается. Когда свежее яйцо, он вообще ничего так не болтает. А этот как желток, как будто в комок такой образовался и так болтается. Ну, думаю, уже воняет. Ни хрена, никакой запах. Никакого запаха. Вот и все. Вот такая была первая проверка капканов. Вышел на дорогу. Сейчас уже буду идти по дороге. Тут небольшой участок еще тайги проверю, на чагу там есть или нету. Зайтишка следы. И все. Одна лиса, один заяц. И еще вроде бы рябчик там ходил. Ладно, сейчас сюда я зайду. Там еще пройдусь. Круг. Если чага будет, включусь.